Ежегодно в мире подделывают миллионы банкнот различного вида и номинала. По некоторым данным, фальшивомонетчество по масштабности занимает 3-е место после торговли оружием и наркотиками. Статистика показывает, что подделывать пытаются деньги всех без исключения стран в мире, и кыргызские сомы не исключение. Фальшивомонетчество появилось одновременно с появлением денег, то есть металлических монет. И самая первая известная история подделка относится еще к VI веку до нашей эры. Это копия серебряной монеты с греческого острова Эгина. Тогда главной уловкой преступников был выпуск монет из более дешевых сплавов. Но эра денег из драгоценных металлов постепенно отошла, уступив место бумажным купюрам. А к делу фальшивомонетчиков подключились художники, которые старательно копировали оригиналы. Но технологии не стоят на месте, и художников сменили цветные копировальные аппараты и принтеры. Именно они на сегодня в Кыргызстане являются лидерами в деле криминального производства банкнот. Как правило, в Национальный банк фальшивые банкноты попадают. Те фальшивки, которые не раз сыгравшие роль платежных средства. Ущерб таких банкнот, такие подделки, исчисляется не только номинальной стоимостью, а сколько были в обороте. Согласно статистическим данным, согласно данным правоохранительных органов, также Национального банка, ежегодно фальшивки выявляется примерно 200-300 фальшивок, без учета фальшивок, которые сотрудники правоохранительных органов изъяли крупными партиями. Согласно международным данным, каждый 10-й доллар США, который ходит на территории стран СНГ, фальшивый. Если сравнивать со всемирной статистикой, уровень фальшивомонетчества в Кыргызстане ниже. Тем не менее, если масса подделок будет расти, это окажется крайне негативно на всей экономике Кыргызстана. По данным экспертов, большой объем фальшивок может обрушить экономику. Чаще всего в нашей стране выявляются грубые подделки с имитацией некоторых видимых защитных признаков. Это копии банкнот 3-й серии номиналом в 1000, 500, 200 и 100 сомов. Впрочем, после выхода купюры в 5000 подделывать научились и ее. Однако наша самая крупная банкнота все же хорошо защищена. Безусловным лидером по количеству произведенных фальшивых денег остается Бишкек, как крупный город нашей страны. За ним следует Ошская область. Фальшивомонетчество всегда считалось преступлением особо тяжким и каралось весьма и весьма жестоко. В Древнем Риме за подделку денег обычно бросали на растерзание диким зверям или сжигали. В начале первого тысячелетия в Индии преступников разрезали бритвами на мелкие кусочки. В XII веке во Франции фальшивомонетчиков кидали в котлы с кипящей водой. В Англии XV века им отрубали руки. А в Советском Союзе подделка денег приравнивалась к измене родине, а преступнику грозила смертная казнь. Сегодня законодательство куда гуманнее, но за фальшивомонетчество в Кыргызстане все же придется отвечать по всей строгости закона. За такие преступления предусмотрено от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Не существует банкноты, которую невозможно подделать. На протяжении всей истории появления и оборота денег власти воюют с фальшивомонетчиками, разрабатывают сложные защитные признаки и используют специальные краски. Но, как правило, преступники попадаются вовсе не из-за защитных признаков, которые грубо имитированы на подделке, а на качестве бумаги. Основа банкнотной бумаги на 100% хлопок с совершенно уникальными свойствами, одно из которых – это своеобразный хруст банкноты. До того, как порваться, эта бумага выдерживает 1000 перегибов. В среднем срок жизни банкнот от года до 3 лет. И отличить бумагу фальшивок не так и сложно. Она светится под ультрафиолетом, тогда как на настоящих банкнотах светятся только защитные элементы. Долговечность банкнот зависит от номинала. То есть, если высокий номинал, то она быстро не устаревает, то есть быстро не ветшает. Например, 5000 сом. 5000 сом используют только в крупных в торговлях. А, например, 20 сом, 50, 100 они ежегодно используются, ежедневно используются, и в день они побывают у нескольких людей. И поэтому вот эти низкие номиналы, то есть низкие и средние номиналы, срок их жизни исчисляется от
года до 3 лет, а высокие номиналы от 3 и более лет. Самая крупная партия подделок была обнаружена в 2009 году в Бишкеке сотрудниками правоохранительных органов. 344 фальшивые купюры номиналом 500 сомов. В общей сложности это 172 тысячи. Как правило, фальшивые сомы определить не так сложно. Уровень мастерства кыргызских умельцев невысок. Чаще всего ход идет обычный струйный принтер. Специалисты предупреждают, для выявления сомнительных банкнот достаточно сравнить их с подлинными, в которых вы не сомневаетесь. То есть, зная основные защитные элементы банкнот национальной валюты и сравнивая 5-6 защитных признаков, вам несложно будет определить подделку. Кроме того, если банкнота вызывает сомнения, то вы можете отдать ее на экспертизу в Национальный банк или в ближайший отдел Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями. У Нацбанке экспертиза занимает до 5 рабочих дней, и плата за нее не взимается. Если у вас в руках оказалась фальшивая банкнота, то вам необходимо отнести ее в ближайшую государственную службу по борьбе с экономическим преступлением, их отделение или региональное отделение, либо сдать в учреждение коммерческих банков. Сбывать фальшивую банкноту – это очень опасно, потому что это уже уголовно наказуемое уголовное дело. Защитные элементы необходимы для того, чтобы максимально усложнить работу фальшивомонетчикам и сделать процесс изготовления подделок экономически нецелесообразным. Последняя, 4-я серия банкнот считается лучшей серией национальной валюты. Она сочетает оптимальное соотношение современного дизайна и внедрения новейших разработок защиты. Не зря ведь 5000-я купюра стала финалистом престижного международного конкурса «Банкнота» 2009 года. Самый первый защитный элемент – это качество бумаги. Своеобразный хруст, присущий именно банкнотной бумаге, изготовленной из хлопка. Второй защитный элемент – это водяной знак, который просматривается на просвет. Мы должны увидеть портрет, который изображен на лицевой стороне банкноты. Тут же есть еще водяной знак электротип – это новый защитный элемент, который в виде цифр, то есть номинала 5000, соответствующего номинала банкнот, виден в виде светлых водяных знаков. И сквозной регистр называется защитный элемент, который находится также на белом поле банкноты в виде слова «сом». Здесь частично находятся слова и на лицевой стороне, и на оборотной стороне. Подделка кыргызских денег пока не носит катастрофического характера, но за последние 5 лет по факту фальшивомонетчества было возбуждено 179 уголовных дел. 44 человека получили различные сроки лишения свободы. Защитные элементы в банкнотах делятся на 3 категории. Публичные, то есть элементы, которые видны невооруженным глазом. Вторая – защитные элементы, которые видны только в ультрафиолетовом или инфракрасном спектрах. Для их проверки необходимы специальные приборы. И третья – скрытые. Проверить их могут только эксперты Национального банка. Кроме того, использование банкоматов и автоматических кассиров накладывает свой отпечаток на внешний вид купюр. Банкноты включают специальные машиночитаемые элементы. Они позволяют автоматам не только проверить подлинность денег, но и определить их номинал. Сегодня кыргызские сомы печатаются на станках компаний Франции и Англии, и их себестоимость не превышает номинала. Собственной печатной продукции в Кыргызстане нет и, похоже, в ближайшем обозримом будущем не будет. Хотя вопрос о необходимости ее создания поднимался не раз. Но, как показывают расчеты специалистов, создание подобного предприятия экономически невыгодно. По мнению независимых международных экспертов, производство банкнот в стране с населением 5 миллионов человек не будет экономически эффективным, главным образом из-за огромных первоначальных капитальных вложений на специализированные печатные станки и относящиеся к ним строительные издержки. Для экономической целесообразности подобного производства необходимо, чтобы население страны было более 20 миллионов человек. При этом следует учитывать не только значительную финансовую стоимость данного проекта, но и сложность внедрения, налаживания и поддержания сложнейшего технологического процесса, обеспечения систем безопасности, финансирования новых научных разработок.